только с экспертами, да, остановились? Да. Значит, у нас очень много экспертов в жизни. Вы все знаете об этом. Люди, которые любят давать советы. Ну, каждый человек любит давать советы. Например, когда мы приглашаем людей в бизнес, мы обязательно говорим: мне нужен твой совет. И когда вы это слово говорите «совет», многие приходят. Так я пригласил очень много людей в свой бизнес, в свою команду, потому что я только спрашивал советы, говорил: вы можете прийти и дать совет. И все, буквально все приходили давать совет и оставались в этом бизнесе. Поэтому вы тоже так же можете давать советы и получать советы. Но нужно смотреть, от кого вы получаете советы. Потому что советы будут давать все. Совет будет давать вам таксист. Вот, например, на такси сядете сегодня, поедете куда-нибудь, он обязательно вам даст какой-нибудь совет. Да? Потом домой приедете, дома вас тоже ждут родственники, друзья, они тоже будут вам давать советы. Да. На работе, если вы работаете в школе, в университете или в какой-нибудь организации, там тоже будут люди давать советы. По сути, мы с вами окружаем, люди нас окружают, которые дают нам советы, да? Все время советы. И нам нужно фильтровать эти советы. Откуда, от кого мы получаем, что, как эти советы на нас реагируют, и положительно или отрицательно. То есть мы должны анализировать. Поэтому у каждого человека должны быть приоритетные списки. Да? Приоритетный список — это тот список, от которых вы будете советы получать. Люди. То есть люди, которые благодаря этим советам вы развиваетесь, продвигаетесь, и люди, которые благодаря их советам вы опускаетесь и чувствуете себя раздавленным, чувствуете себя сломанным. Потому что не все люди, к сожалению, да, вот в лидерстве, когда вы приходите, не все люди хотят вас видеть лидером. К сожалению, так. Да? И вы должны это осознавать, что у вас будут свои хейтеры, у вас будут люди, которые рядом будут сидеть и сделать все возможное, чтобы вы не выросли в лидеры. К сожалению, это так. Поэтому вы должны понимать, что советы нужно брать только у тех людей, которые, значит, выше вас, больше вас, успешнее вас. Люди, которые успешнее вас, по статусу выше вас, ваши же руководители, спонсоры, да, они всегда будут вам давать те правильные советы, которые будут вас развивать. А люди, которые находятся на вашем же уровне, или люди, которые находятся ниже вашего уровня, они будут всегда давать не те неправильные советы. Поэтому нужно консультироваться с экспертами бизнеса, которые уже достигли высоких результатов, которые уже реализовали себя в жизни. Вот с ними консультируйтесь, с миллионерами, мультимиллионерами. Что они скажут? Они никогда вам не скажут, что ты там неспособный или там из тебя лидер никогда не выйдет. Такого никогда не будет. То есть они наоборот скажут, что ты молодец, занимаешься этим бизнесом, продолжай заниматься этим бизнесом. У тебя все получится, давай дерзай. То есть они вас будут мотивировать, они вас будут поддерживать. Те люди, которые находятся выше вас. Но люди, которые находятся на том же уровне, что с вами, большинство из них, они будут демотивировать вас. Да, демотивировать. Да, понятно, да? То есть сейчас мы касаем, перескакали. Да. Здесь мы скосили. Поэтому, когда домой вы приходите, или где бы вы ни находились, всегда консультируйтесь только с экспертами. А эксперты кто такой? Это миллионеры. Миллионеры. Мы все хотим стать миллионерами, да? Правильно же? Заработать $1 000 000. Правильно. То есть это логика, да? Правильно же? Логика. То есть с кем нужно советоваться? У кого вы будете советы брать? Миллионеры. У тех, кто достиг успехов в Smart Energy, у них берите советы. И тогда вы достигнете большого успеха. Но, если вы будете советы брать у диванного критика, который любит на диване сидеть, да, у всех наших знакомых есть такой человек в семье, в окружении, который сидит все время на диване. И он очень умный. У него 2 высших образования, но безработный. Знаете такого человека? Есть у вас среди родственников, у кого 2 высших образования и безработный сидит на диване целый день? И он самый умный
дают советы, что не надо работать в сетевом бизнесе, у тебя не получится, никто не разбогател, и ты тоже не разбогатеешь. Бывает так, есть такие люди? У меня в окружении много таких. К великому человеку. То есть, по сути, у вас у всех есть качество стать великим, мощным. И наша задача каждый день это практиковать. Да? Вместо того, чтобы, скажем, вместо того, чтобы руки опустить, нужно поднять голову и идти дальше. Вместо того, чтобы опечалиться и плакать, нужно сказать: я доволен, я благодарен, и продолжить свой путь. И при этом с большим энтузиазмом идти к своей цели, позитивно. То есть это каждый день мы должны практиковать эти навыки. Каждый день. И чем больше мы будем приближаться к Всевышнему, что это означает приближаться к Всевышнему? Быть рядом, похожим на него. Это означает, чем больше мы, вот эти 99 есть, чем больше мы будем практиковать эти качества и оставлять все плохое, и выбирать только лучшее, тем выше наша ценность будет подниматься в обществе, тем больше будете вы любимы Всевышним. И однажды Всевышний просто скажет: я люблю этого человека, Джабраиль, ангел Джабраиль, да. Я полюбил этого человека за то, что он 99 навыков своих использует. Тогда Джабраиль скажет Всевышнему: если ты полюбил Бог этого человека, я тоже буду его любить. Я тоже его люблю. А там другие ангелы скажут: если Бог и Джабраиль полюбили этого человека за то, что он 99 навыков вот этих использует своих, мы тоже будем любить. И вот так любовь Бога, она спускается через ангелов, через людей. И люди сами будут вам притягиваться, сами будут идти вам, сами будут протягивать руку и проситься в вашу команду работать. Потому что вы что? Вы смогли реализовать эти качества, навыки, вы смогли поменять себя. Поэтому вы все что? Вы годны к успеху. Вы все годны к успеху. Единственное, что от вас осталось сделать, это что? Ежедневная практика ваших навыков. И, конечно же, наберитесь терпения в этом бизнесе. Необходимо терпение. Вообще в жизни необходимо терпение, потому что необходимо время для того, чтобы какой-то процесс произошел. Да? Женщина 9 месяцев вынашивает ребенка, плоды деревьев требуют времени, да, целого года. Абсолютно время года тоже меняется, то есть надо терпения набраться. Зима же она не постоянная же, она зима сменяется весной, весна сменяется летом, лето сменяется осенью. То есть времена погоды меняются. И время для этого требуется. Мы не можем зимой в декабре требовать солнца и значит, пляжа, да? Если мы находимся, например, если зима, погода, если это декабрь, мы не можем в декабре сказать, скажем, в Ташкенте или в Бишкеке сказать: мне надоела зима, давай мне завтра лето, если не дашь лето, значит, я все не верю ни во что, и просто опускать руки. Нет, всегда нужно набираться терпения. Все происходит в свое время. Если вы сегодня не можете добиться успеха или вас останавливают от успеха какие-то события, это значит то, что вам необходимо еще доработать себя, свои навыки, потому что преждевременный тоже успех – это опасный успех. Как Всевышнему не знать, когда человеку нужен успех, когда человек готов к успеху. Если вы не готовы к успеху и придете к успеху, знаете, успех, если не готовому человеку приходит успех, этот успех разрушает личность человека. И многие, вот, например, они пытаются добиться успеха именно в одном направлении, да, скажем, в финансовом направлении, забывая о своих духовных направлениях. Все нужно балансированно вести. И духовность, и профессиональные навыки, и интеллектуальные навыки, эмоциональные навыки. То есть все должно быть сбалансировано. Но никогда не опускайте руки. Имейте терпение. Терпение – это самое главное. Да? Имейте терпение.
награждает. Правильно написано, достигать успеха именно терпеливые люди. Вот. А что это означает быть терпеливым? Не просто сидеть и ждать. Нужно работать над собой. Терпение – это работа над собой для того, чтобы преуспеть в будущем. И надо набраться терпения. Да? Вот у нас в бизнесе так получается, что